1944 год. Депортация. Всех чеченцев и ингушей в товарные вагоны, в казахстанские степи. Голод, холод, смерть на каждом шагу. В этот день Зайда навсегда попрощалась со своей юностью. Но именно там, в степи, начались вещие сны. Снова и снова она видела одно и то же. Она лечит людей, она готовит мазь, она исцеляет ожоги. Потом это случилось снова. История повторилась. Теперь как факел горел ее старший сын. Пламя от печи, занавески, горящий дом. Соседи успели погасить. Ребенка спасли. Но врачи отказались везти его в больницу. Сказали: «Не довезем». В этот день Зайда дала обет Аллаху. Приготовила мазь ту самую из снов и начала лечить сына. Своими руками, своей мазью, натуральной, без операций, без наркоза, без шрамов. Сын выжил. И после этого она не могла остановиться, потому что знала, может помочь. Привозили детей из Москвы, из Ленинграда, из Таллина, из Анапы, из Магнитогорска. Из Еревана привезли друга великого писателя Идриса Базоркина. После ожоговой язвы, без пересадок кожи. Государственные границы открывали ночью, чтобы привезти обожженного ребенка к Зайде. Она никогда не брала деньги с тех, кто оставался в ее доме. Ни за лечение, ни за лекарства, ни за еду. По кавказскому обычаю человек, переступивший порог дома, – гость. А гость – это подарок Аллаха. Когда Зайды не стало, 7 дней шел бесконечный поток людей. Приехали из Северной Осетии, из Грузии, из Кабарды, из Москвы. 7 дней у дома лично стоял муфтий Северной Осетии Хаджи Мурат Тавказахов, духовный лидер республики. 7 дней. Лично. С делегацией мусульман из разных сел. Зайда Батаева-Гайсанова. Родилась 16 мая 1929 года. Она прожила 75 лет. 14 мая 2005 года ее не стало. И ни разу не изменила обету, данному Аллаху. Ни разу не отказала тому, кто просил о помощи. Тысячи людей живы благодаря ее рукам. Без операций, без наркоза, без шрамов. Только мазь, только руки, только вера в Аллаха.